Удобно, комфортно и быстро. Из аэропорта Магаз запускаются новые авиарейсы. Теперь можно будет долететь до Сочи из Ингушетии меньше, чем за 2 часа. Еще одна хорошая новость. Курсировать воздушные судна начнут и в Санкт-Петербург. Рейс в культурную столицу страны запустят с 6 августа. Время в пути займет 4 часа. Самолеты будут отправляться каждую среду и субботу. А с 4 августа прямиком из республики можно полететь и в Сочи. Авиарейсы будут доступны каждый четверг и воскресенье. Очень большой спрос был, население спрашивало. То есть мы проводили мониторинг, спрашивали, узнавали, проводили опросы. И вот по вот этим данным мы и составили такое расписание. Стоимость билета до Санкт-Петербурга составит от 6 тысяч рублей, до Сочи от 3 тысяч рублей. Отныне можно будет забыть про бесконечные пересадки. Пассажиры такую новость оценили. Пересадки мне надо хотя бы, да, прямой рейс есть, очень даже хорошо дегде. رئيس جديان دوقة مالكو ديك أيوين ديان يعني أجنب برلين جديان في زيان سوتشي ده في تميني سات رئيس جدا بوستي غير بديان ديك ديان قم إيش يجي بين ديان يعني أوتش قطع والله الليل ديز دوتش ديان بيمكر خالص ديان أتام يوينج سلا ديك بوق بديان ده رئيس خال وقع قم هيك جانا ديان. Аэропорт Магаз имени первого героя России Сулумбека Асканова не перестает радовать. В прошлом году ему был присвоен статус международного. Благодаря инициативе долгих переговоров и поддержки главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова запускаются новые авиарейсы. К осени добавятся еще 2 новых отправления. Сейчас в планах у нас, в ближайших планах уже ведутся переговоры, уже перечень подписан Росавиации, перечень субсидируемых рейсов. Там у нас ориентировочно в сентябре месяце мы начинаем рейсы на Тюмень и Нижневартовск. Сейчас из региона совершаются ежедневные рейсы в Москву. Самолеты авиакомпаний «Ютейр» и «Победа». В марте этого года возобновились и рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. В июне список пополнился еще одним новым авиарейсом в Самару. Время в пути займет 2,5 часа. Самолеты регулярно отправляются из Ингушетии по воскресеньям. Очень востребованный оказался рейс, загрузка практически полная, самолет сейчас полный летает, практически полный. Власти республики делали упор на самые востребованные маршруты. Новые авиарейсы из Ингушетии по 5 направлениям в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Нижневартовск и Самару будут просубсидированы правительством России. Это позволит сделать регион еще более привлекательным для туристов. Кроме того, это повысит мобильность жителей самой республики. Сейчас общий туристический и экскурсионный поток в Ингушетию составляет более 150 тысяч человек в год. С запуском новых авиасообщений, по оценкам экспертов Росавиации, это число намного увеличится. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.